Урматтуу биздин Москва шаарындагы жалпы мекендештер, эгер сиздер көптөгөн ийгиликтерге жетишип акча тапкыңыздар келсе, өзүңүзгө ишенсеңиз, сиздерге ыңгайлуу жаңы компанияга 16 жаштан жогорку мекендештерибизди жумушка чакырабыз. Акчасы өзүңүздүн жөндөмүңүзгө жараша төлөнөт, жана кепилдик берилет. Толугураак маалымат алуу үчүн +7 925 217 2526 Нурсултан Талайбековго кайрылсаңыздар болот. Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги кыздарга 16 жаштан тарта ата-энесинин макулдугусуз аборт кылдырууга уруксат берүүнү жана мектептерде бекер презервативтерди таратууну сунуштап жатат. Мекеме мындай жол менен эрте боюна бүтүп калуу учурларын токтотууга ниеттенүүдө. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө өспүрүмдөрдүн коргонуу каражаттары тууралуу маалыматтар аз болгондуктан аларды колдонушпайт деп эсептейт. Вице-министр Лязат Актаева жаштар сексуалдык жашоого кантип үйрөтүлө тургандыгы жөнүндө берилген суроого жооп берүүдөн тартынып, бирок өспүрүмдөргө 16 жаштан тарта бардык медициналык кызматтар анын ичинде аборттагы жеткиликтүү болушу керектигин айтты. Өспүрүмдөр паспортту 16 жашта алышат. Демек алар 16 жаштан тарта медициналык кызматтардан колдонуу боюнча өз алдынча чечим кабыл ала алышат. Эл аралык эксперттер мындай тажрыйба башка өлкөлөрдө да бар экенин белгилешүүдө, деди Лязат Актаева. Министрликтин бул сунушу коомдук талкууга коюлду. Казак парламенти өспүрүмдөрдүн аборт жазатуусуна уруксат берүү жана мектептерде презерватив таратуу маселесин ачык кароого ниеттенүүдө. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө жыл сайын өспүрүмдөрдүн боюна бүтүп калган 6000ден ашуун учур катталууда. Подростки в Казахстане мало знают о средствах контрацепции, поэтому ими попросту не пользуются. Так считают в Министерстве здравоохранения. Бесплатная раздача презервативов в школах, как уверены чиновники, поможет восполнить этот пробел и остановить нежелательные беременности в раннем возрасте. Однако, как именно чиновники будут просвещать молодежь о сексуальной жизни, вице-министр Лязат Актаева сегодня рассказать постеснялась. По ее словам, речь идет прежде всего о доступности всех медицинских услуг 16 лет. В том числе речь идет и об абортах. Удостоверение личности подростки получают с 16 лет, и, соответственно, с 16 лет могут принимать сами самостоятельные решения по допуску к медицинским услугам. Наряду с этим международные эксперты отмечают, что и в других странах такая практика есть. Проще говоря, если девушка в 16 лет забеременеет, то, согласно предложениям, она сможет пойти в клинику и самостоятельно сделать аборт. Разрешения родителей у нее не потребуют. Сами депутаты, которым предстоит принимать эту норму в новом кодексе о здоровье, мыслят не так однозначно, как в Минздраве. 16 лет – это все-таки ребенок достаточно еще незрелый. Здесь, конечно, мы должны ему оказывать всяческую поддержку, но принимать такие серьезные решения, это первая часть. Вторая часть, мы же должны понимать, что это, в принципе, сексуальная жизнь несовершеннолетней – это же уголовно наказуемое преступление. И если ребенок получает достаточно правильное воспитание, а это поведение родителей, поведение учителей, поведение в обществе, ребенок получает правильное воспитание, и тогда не надо ничего этого применять, потому что были времена, когда этого вообще никому не требовалось. Мнения жителей Астаны по этому вопросу также разделились, но большинство все же высказывается негативно и считает, что родители должны больше обращать внимание на своих детей. На данный момент сейчас наша нынешняя молодежь, дети очень развитые, то есть безграмотность каких-то действий, последствий очень потом вредно отражается на здоровье детей. Родители, наверное, должны решать. По-любому это должен взрослый человек решать, потому что ребенок, он очень много надеется, это будет очень много глупостей. 16 лет, это беременность прерывать, это будущее потом что будет? Потом она рожать не сможет больше. Раз такое случилось, теперь что, прерывать беременность, это, я думаю, неправильно. Я считаю, что родители должны сами заранее проводить беседы с ребенком, чтобы не допускалось такое. Разрешат ли аборты подросткам без ведома родителей, будут ли в школах раздавать презервативы? Решить в Астане это хотят на открытых слушаниях. В Минздраве говорят, что ежегодно регистрируют свыше 6000 случаев беременности среди несовершеннолетних. На каждую 1000 случаев приходится по 3 аборта среди подростков.